Ваш телефон Гаялис Хан еще просто на стол войнасу, зарядки есть я в кухне. Не, начинаем с Хана, что? Все эти привидения, чтобы скрылись. Сейчас я открою. Тинькофф Бизнес – это кэшбэк. Найду сейчас чат, секунду, по-моему, уже в эфире, да? Телефон вот так экран показывает. Нет, я смотри у меня. Ты увеличь экран. Месяц говорит сам экран. Отлично, сейчас. Но люди же не все поймут. Может, телефон вот так перевернуть надо? Переверни телефон, так невозможно видно. Нет, скажу я правильно. Телефон неправильно. Да, вот так нормально. Вроде бы. А? Ну так же нормально видно, и что? А сейчас нормально, видно, слышно. Всем добрый вечер, ассаламу алейкум. Друзья, всех приветствую у себя на канале. Давайте пока собирайтесь. Вы напишите, нормально, видно, слышно, хорошо меня? Ага. Мутновато. Но у меня, я себя нормально вижу. И в телефоне, и здесь. Вот там у себя качество настройте. Вот качество, когда видео смотришь, вверху вот здесь вот качество настраивается. Вот на 720, да, на самый последний. Вот у меня хорошо показывает, прям отлично. Качество настройте каждый у себя в телефоне, если мутно. Потому что я вижу отличную картину. Да, мне некоторые пишут, что хорошо видно, некоторые, что плохо видно. Настройте у себя качество, тогда будет видно хорошо. Ну, я вижу нормально, мне хорошо видно.
Да, настройка дала качество. Да, в настройках я вот тоже только зашла, и плохо показывала, мутно. Настраиваешь настройку в телефоне, и тогда показывают, картинка тогда чисто видна, хорошо видно тогда бывает. Видно и слышно отлично. Ну, хорошо, хорошо, собираемся. Друзья, я вышла в эфир, знаете, так, неожиданно, за час буквально так. Захотелось мне, но потому что пишут за здоровье, спрашивают много в личку. Личка у меня забита сообщениями. Я очень, конечно, благодарна от души, потому что это очень приятно. Сегодня у себя на видео Хадижа, сестра моя, мне вообще понравилось сегодняшнее ее видео очень сильно. Все говорила она прямо четко и в тему. Вот как будто это я говорю, как будто она мои мысли читает, да, вот. И вот она сказала, что нам, да, вот нам, ну я даже побоюсь называть такое громкое слово блогер, там, да, совсем недавно в Ютубе, но нам, ну все-таки как-то назвать же нас надо, нам, блогерам, лично вот, и она это сказала, и я же говорю, как будто она прочитала мои мысли. Нам очень приятно не та лезть, да, как многие пишут, ой, это вы там красавица, или выглядишь, или платье красивое, то нет, на самом деле не это. Без этого можно прожить и как-то не ждешь именно этого момента, что кто-то там тебя написал, что хорошо выглядишь, что красавец. На самом деле, когда пишут, Киса, как без вас скучно, вас сколько не было, мы переживаем, а сколько рецептов в личку, и Анжеле, и мне, я просто, знаете, вот клянусь Аллахом, я вот вчера вот там вот стою, и как сейчас помню, делаю раствор, калина, малина, вот это все с водой себе делаю, и я вот сама в себе задумалась, у меня прям до слез, думаю, вот мы как одна семья уже. Мы уже буквально как одна семья. Почему? Потому что люди советуют, да, как вот бывает в семье, да, заболел там, сестра двоюродная одно посоветовала, сестра родная другое, мама там третья посоветовала. Мы вот правда все как одна семья. Очень приятно бывает, очень, до слез просто, очень приятно бывает, когда люди вот так вот беспокоятся, когда столько пишут, вот именно вот эти хорошие рецепты, вот эти ингаляцию, да, дали рецепт один хороший. Я со вчерашнего дня, вот я могу сказать вам, что этот рецепт поднял меня на ноги. Хотите верьте, хотите нет. Но я без кашля, как вот сейчас, и 5 минут не могла говорить. Вот начинаю говорить, вот этот товар, который у меня тут лежит, у меня тут очень много товара. Я уже дня 2 его приготовила, хочу вам сделать обзор, показать, а у меня нет сил. Мало того, что у меня слабость, но слабость это одно, я начинаю говорить и задыхаюсь кашлем. Кашель, кашель. Начинаю слово, скажу кашель. Думаю, ну что это будет за видео? И сейчас я вот села на эфир и думаю, если начнется, я так и прекращу показывать там какой-то товар, да. Просто резко стало легче, да, вот резко стало легче. Вот эта процедура. Значит, рецепт именно я напишу под видео. Я вот сейчас вспомнила этот рецепт на чеченском языке, парень говорит, поэтому нужно будет перевести и написать. Но я знаю точно, что примерно вот на литр воды, вода закипает, туда 2-3 зубчика чеснока, 2-3 зубчика, крошить мелко, пол лимона и 1 ложка, по-моему, соды. Вот это в конец уже соду высыпаешь, она вот так вот шипит, и ты садишься за стол, если чем-то накрывайся полотенцем, и этими парами нужно дышать. У меня сразу и, как бы, знаете, временами то, что нюх вообще пропал, вообще не слышала ничего, ни вкуса, ни запаха, уже частично, не сказать, что полностью, частично приходит. Я даже на порог помыла сегодня, обувь помыла, и когда в дом захожу, услышала запах чеснока. Вот как черемша, да, такой запах в доме стоит, вот это же Анжела, все эти ингаляции делают, вот. Я хочу сказать, что эта процедура вчера я сделала, и сегодня пару раз. И еще 1 раз нужно будет сделать после эфира. Ну, прям, альхамдулилла, прям я ожила, вот на глазах. Вот это вот народное лечение, мне кажется, оно намного эффективнее, чем разные там вот эти медицинские препараты, но тоже, смотря кому как, некоторых вообще состояние, что нужно подключать там систему и антибиотики,
Но как-то, да, конечно, я принимала антибиотики, не системы. Но сейчас Анжела, немножко дела не очень хорошо, ангина у нее вот это вот, слабый голос. Но мы лечимся, и вот уже минут 10 я с вами говорю, еще ни разу даже не кашляла. За последнюю неделю такого не было ни разу. Так, добрый вечер. О, точно, настройка 2 качества. Ну, я же говорила, настройки, да, у кого мутно показывают, сделайте настройку у себя в телефоне. Тогда будет, тогда будет легче, лучше показывать, да. Вот. Качество похвата 240 только показывает. Но у меня 700 показывает, и вижу себя и здесь, и там, ну как бы отлично. Слышно хорошо, да, действительно настроила. Салам алейкум, как самочувствие? Ну, самочувствие только что рассказала вам. Добрый вечер, Киса, рада видеть тебя, дорогая. Давайте выздоравливайте с Анжелой. Спасибо, Тамара. Мне уже, как видите, легче. Я прям, можно сказать, я жила, только слабость. Вот слабость такая вот. Сегодня посуду помыла, казалось бы, дело 5-минутное. Села и сижу за стол, потому что у меня и так вообще по жизни малокровие большое. У меня всегда то 75, то 80, без конца я его поднимаю. Но слабость, когда болею, тогда вообще хуже других. Я чувствую себя слабо, потому что гемоглобин низкий. Но сейчас мне с Америки знакомая, она, кстати, на днях ожидаем посылку, уже она посылка едет, уже с Москвы выехала, она выслала нам посылку, мы ждем. Но это будут следующие посылки, она сказала отправить мне хорошее средство для поднятия гемоглобина. Девчата, ставим класс, ведь это не трудно, просто за дружбу. Да, девчонки, давайте резко поставим лайки. Классный рецепт, Леся пишет. Я дам, я точно дам, там нужно знать важно именно вот эту дозу, да, там, например, сколько чеснока точно. Буду с вами откровенно, готовила этот раствор не я, поэтому точно пока сказать не могу. Но дальше буду я готовить, уже я чувствую себя на 80% из 100 хорошо, то напишу в описании рецепты. Пригодится. Вот кашель страшный был. Вот прям. И калина. Обильное питье. Калина, малина. Вот эта кружка большая. Полкружки калины, малины. Все же замороженное, не вареное, а именно замороженное в морозильнике. Вот это все. И с медом. И вот так вот. Каждый час по полной кружке. Тоже отличное средство. Киса бюстик, дзучун. Так, Иришу, я насчет этого не буду сегодня говорить на этом видео. У меня есть запись видео, да, я записала, оно выйдет завтра, на котором я рассказываю весь этот случай, что в сообществе я написала, что мне один комментарий был написан, ужаснейший. Просто, я не знаю, я думала, я за неделю в себя не приду, но потом я подумала, и домашние меня успокоили. Но я не собираюсь сдаваться. Я веду поиски, я найду. Ну, в общем, посмотрите видео. Я сегодня об этом не хочу ничего говорить. Это прямой эфир совсем на другую тему. А завтра выйдет видео, где я все подробно рассказываю. От кашля еще очень хорошо помогает грудной эликсире, простые таблетки от кашля. Да, простые таблетки от кашля, кстати, супер, я соглашусь с вами. Столовая ложка теплой воды, да, Елена Соловьева. Киса, уважаемая, здоровья вам всем, опоздала на эфир, здоровья вам всем. А вы не опоздали, эфир только начался. Очень помогает, я тоже так делала, когда болела, в день по несколько раз надо делать. Да, в день хотя бы 3 раза нужно сделать. Я же говорю, 2 или 3 раза сделала, и еще буквально 3-4 дня нужно делать. Вообще, прям ноздри прочистились, и дыхание улучшилось. Вообще, изменения были очень большие, сразу же. Очень рада, что тебе стало лучше. Пусть Анжелика тоже поправляется. Спасибо большое. Киса, добрый вечер, приятно видеть тебя. Спасибо большое. Я тоже слышала про этот рецепт. Да, он очень хороший. Киса, я очень рада, что тебе лучше. Пусть все домочадцы выздоравливают. Спасибо большое. Но еще в Анжелике легче стало. Было бы вообще хорошо. Только у меня плохое изображение лица. Не вижу, как не в фокусе. Ну, настройте качество у себя. Потому что я отлично вижу, как бы.
Это хорошо, у кого до пневмонии. Это хорошо, у кого до пневмонии не дошло. Ну да, но все-таки я хочу в понедельник сдать тест, просто провериться. И Анжела, я, чтобы посмотреть, сдать тест, да, вот, чтобы посмотреть, анализ должен быть, что там на самом деле. Но я не знаю, говорят, если корона, то типа насморка нет, и не знаю, ну насморк есть. И после этой процедуры так вообще все полилось. Ягода малина нас к себе манила, ягода малина нас в гости звала. Помню, вспомнила я песню. Да, ягода малина звала нас в гости. Все лето с этой ягодой малины не вылазили. А теперь нам пришлось к ней обратиться, к этой ягоде. То мы ее рвали, ухаживали, теперь она за нами. Так, похудела киса, да, маршал Душина, на Кавказ, Вересхал. Да, нормально, не ем эти дни. Вкуса нет, оказывается, нужно, чтобы вкус навсегда пропал, чтобы тогда охота к еде отпала. Вообще аппетита нет, и думаешь, ну толку сейчас пойти есть, как съешь траву, да? Ни вкуса, ни цвета, ни запаха. И так, чаи. Вот так вот. Чекую. Киса, родная, надеюсь, тебе немного лучше. Как Анжела, не болеть, да? Алла, что на эфире остаться не могу. Удачного эфира, приятного вечера. ДРС, чекую. Садик лучше. Уже сколько веду эфир, еще ни разу не кашляла. Вот это средство очень хорошее. Киса, как-нибудь делайте ролик на рынке Ведено. Без проблем сделаем. Правильно, сода смягчает. Молоко с содой для горла и от кашля. Это прям пить нужно, да? И у меня плохое изображение. Ну, это нужно вам настроить в настройках. А еще, знаете, трансляция идет с айфона, да? У айфона качество хорошее, высокое, скажем так. И люди, у которых телефончики такие, ну, как скажем, первые, что вышли, слабые, да, там, Samsung, наверное, может быть плохое качество из-за того, что не тянет телефон. Я так думаю, а там не знаю. Дорогая киса, не слушай больных на голову людей. Хотя я считаю, что это злые, завистливые люди, которые живут без любви. А ты хороший человек, у тебя и у вас дружная семья. Всем здоровья, спасибо большое. Привет из Казахстана. Уайдал Маршал Дуэл, Хондересхал. Таиса Батрева. Киса, очень рада тебя видеть в строю. Продолжай делать ингаляцию. От насморка нос промой теплой водой с солью и содой, как рукой снимет. Ну да, делаем, Таис, Дересхал. Уже начали так делать, вот именно солью полоскать, да, и Анжела делает. Но потихоньку, пока идем на поправку, потихоньку. С выздоровлением. Спасибо большое. У меня тоже вкус пропадал. Мама смеялась, говорит, тебя щебенкой можно кормить. Да, кушать и не хочется. Ну, думаешь, ну что там есть, если это самое, если вкус совсем пропал, ничего не слышишь. Я вот галушки люблю, особенно с сухим мясом. Особенно, да, вот это вяленое называется правильно, или сухое. Да, анджижик, волвайтина. Я вообще обожаю, я никогда не могу наесться. Колбаса вот эта и мясо такое. И я села, вроде бы вкусно, я каким-то моментом услышала запах чеснока, и потом опять запах этот пропал. Но так я не стала есть, думаю, зачем зря, как говорится, набивать требуху, если ты не чувствуешь, ничего не чувствуешь, как один говорил. Барик вода, киса, да, маршал дуэлгон, дересхал. Ну, я не знаю, мне сегодня, что я буду сегодня, базар буду открывать, не буду. У меня, вот пока сижу, пока хорошо. Его столько много, навезли, и вчера мужчины наши ездили за товаром. И вчера привезли еще, потому что заказы идут, люди заказывают. Но я сама, конечно, не ездила, какой там базар, а они вдвоем съездили. Я список написала, все, что нужно купить, они привезли. Аиша, Кисуня, салам, родная, рада тебя видеть. Валейкум ассалам, Аиша. Я успела прочитать перед эфиром, что ты уже
в дороге, в пути, ну, иншаллах, кест бурдовая, да, алнула. Дал маршал Дуэль, Лиза пишет, мама, Дерес, Халбюстик, Халкиса, Дерес, Киса, добрый вечер, как здоровье, моя хорошая, не болей. Дали Саладзе. Дали, уже хорошо, видишь? Я не верю, что я могу общаться и не кашлять. Я думала, это никогда не пройдет. Вообще не переставал. Вот 2 минуты не могла я говорить. Ой, извиняюсь, чтобы не кашлять. Александра Горбатова. Добрый вечер. Киса, здоровья вам. Берегите свою красавицу-доченьку. Дай Бог, чтобы она быстрее поправилась. А на идиотов, на больных людей обращаю внимание. Вас все любят и уважают. Доброго вечера. Изображение неплохое, просто телефон что свой нет, он совсем рядом стоит. Он рядом как бы стоит. Может мне его как-то сюда поставить? Не знаю. Сейчас посмотрю. Какой посмотреть? Не знаю, вот так сейчас сяду, посмотрю. Сейчас у себя качество сделаю. Я больше не буду с айфона делать прямой эфир. Не знаю, как сейчас. Мне кажется, дело в айфоне. Я очень пожалела, что надо было с Samsung мне вести прямой эфир. Маша Гудешу, воля Игон. Дик Югенс, волею. Хазашу, альхамдулилlah. Сейчас легче мне стало. Как ты? Хорошо. Дал маршал Дерес Хэлло. Привет, киса, привет. Здравствуйте, ты самая лучшая. Спасибо большое. Не все так думают. Ну, оно и нормально. Не все и должны так думать. Я еще раз говорю, мне понравилось у Хадижи, что Хадижа сегодня сказала. И я не так дело влезть и там, да, ой, красавица, не красавица, хорошая, нехорошая. Когда люди заботятся, когда люди пишут, если ты заболел, как тебя не хватает, либо дают какие-то рецепты, как лечиться, вот это да, вот это душу греет. Соглашусь на все 1000000%. Это очень душу греет, бывает очень приятно. Но когда идут проклятия семье, да, проклятие семье, вот я сделала видео, и на видео я все рассказываю, что там было. Но я просто... Первые слова, которые были написаны, дай Бог, я от всей души желаю, от всей своей души желаю, чтобы ты никогда в жизни не построила этот дом, никогда в жизни. А если его и построишь, чтобы в этом доме были проклятия, слезы, похороны, смерти детей твоих. Вот это все, что там было написано. Но я это не собираюсь так оставить, ни в коем случае. Нет. Если написали бы, что у меня обои некрасивые, или там я некрасивая, это человека мнение, оно имеет право быть. Ну, написал. Кто со зла, кто не со зла, но это человека мнение. Но проклинать семью, детей и все это, этого я не позволю. И я этим занимаюсь. И пускай она не думает, что я про нее забыла. Я про нее помню, и за свои слова она ответит. Здравствуйте. Ура, Кисунька на связи. Рада вас видеть. Спасибо большое. Киса, от души желаю вам и вашей семье здоровья. Извините, но ухожу с эфира. Надо мужчин своих кормить. Ничего, Тамара, занимайтесь своими делами. Отдыхайте, заслужила, дал маршал Дуэль. Я недавно на вашем канале. О каких заказах вы говорите? Я занимаюсь торговлей. У меня, видите, сколько товара. Плохо здесь видно. Занимаюсь. Сегодня кое-что постараюсь показать вам, если успею.
А так все завтра будет на канале Киса Чечня Стройторг. То есть у меня есть второй канал мой, называется Чечня Стройторг. Киса мне пришлось убрать. Кстати, да, друзья, я хотела сказать, у меня канал назывался Киса Чечня Стройторг. Два канала с именем Киса не получается. Нужно было убрать слово Киса, просто Чечня Стройторг будет, да, как бы вот так вот. Что заболела. Я недавно на вашем канале, что за мне Киса подарок сделай. Я Хава из Германии. Дал маршал до ДРС, дал мула. Орю, Аиша пишет, дал мула. Я рада, что без твоих я же без твоих видео не могу, не надо болеть. Спасибо большое. Так, у тебя чеченский базар. Да, у меня чеченский базар. Как самочувствие? Нормально, Аиш, сейчас легче. Уже видишь, сколько говорю и не кашляю даже. Лучше намного, хорошо видно. Мадик Дуган, Оля Йош, Дерес Хэл, Салам Кис, да, Маршал Дуган Киса, Дерес Хэл, да, Маршал Дуган. Не болейте, моя дорогая. Вы не знаете, где пропала Лиля. Уже 5 дней ее нет видео. Не знаю. Я ее не смотрю, поэтому не знаю. Оля ее, ее, все хорошо, Астофила. Ужас, такие вещи можно писать. Да, и знаете, я записала видео, завтра вы посмотрите. Вот представьте мое состояние, да, вот это вот болезненное. Я вот там сижу около батареи. В доме жарко, а мне холодно. Сижу, пытаюсь греться около батареи, слушаю, проверяю комментарии. И вдруг такое. И оно, знаете, оно не пришло во всем виде, потому что... А почему не пришло? Эти сообщения могла видеть только я. Потому что YouTube не дает продвигаться гадостям таким, где маты идут, да? Слова, где грязь пишется, и маты, YouTube не дает. Ну, то есть вы, зрители, вы этого сообщения не увидели. Его увидела только я. Но даже я, когда захожу на это сообщение, оно исчезает. Я захожу, хочу открыть, но скриншот я успела сделать, да, на случай, а он придет. Вот. А он исчезает. Почему? Потому что там внизу, даже оно большое, длинное было, даже я не все не имела возможности прочитать. Там маты на матах шли в конце. Оскорбления, маты на матах, проклинания вот эти. Ну и самое первое слово, что... Я желаю, да, вот это что, я желаю, чтобы никогда у тебя в жизни не было этого дома, ты аферистка, ты лживая, ты аферистка. Я желаю, чтобы никогда ты не построила этот дом, и если даже построишь ты этот дом, чтобы там все передохли в этом доме, сдохли, и по 7-е колено, по 8-е, и дети там, я не знаю. Я сижу около этой батареи. У меня, знаете, я такой человек эмоциональный, у меня сразу слезы полились. Я ни в коем случае не хочу думать о том, что это плохие люди, они со зла написали, да, успокаивать себя, я не собираюсь. Плохие люди написали, да, или от зависти написали, или там от ненависти, ой, какие некрасивые обои, там, если они красивые, да, ой, какой некрасивый кухонный, он красивый. Ну, явно видно, когда человек от злости, там, от ненависти, или у него день не получился, да, но это бывает видно. Но когда вот такие проклятия идут от совершенно человека, которого я не знаю, вы меня извините, я этого прощать не собираюсь и не прощу. Я не говорю, что я там буду на всеобщее там снимать на камеру, но прощения она попросит за это. Сначала она объяснит, почему она так это сделала. Висхана вообще это сильно, он просто взорвался, он тоже такой, как я, эмоциональный, когда про мать, про всю семью такую гадость, такие проклятия идут. Это сейчас все очень легко найти через МВД, через ее аккаунт, выйти на все ее сети. Просто выходные впереди, с понедельника я обязательно этим займусь. Я не собираюсь этого дела оставлять. Я знаю этих героев, много которые писали вот такие гадости, а потом их там по России ловили, избивали на улице у всех, и они плакали, просили прощения. Много было, где вот чеченцев обижают, мать оскорбляют, что в данном случае было у меня сейчас.
мать оскорбляют грязными словами разными. А потом, когда чеченцы их там в России находили, и люди все шли мимо, никто не остановился, не сказал, за что вы бьете, за что. А он плачет на коленях, или она, и просит прощения. Я больше такого никогда не скажу. На весь YouTube эти видео гуляют. Это те моменты. Но я не собираюсь, конечно, никого избивать, но за свои слова она ответит. Терпеть вот такого рода оскорбления и проклятия я не собираюсь. Я так поняла, она какими-то махинациями занимается. Она там колдует что-то происходит вообще там непонятное у нее. От всего сердца она говорит желаю. Началась слова так, что от всего сердца, от всей души желаю, чтобы никогда ты не построила дом и не было там вам счастья. А какое у тебя сердце и душа вообще? О чем ты говоришь? Ну, видео посмотрите, в общем, не будем о грустном. Такое написать могла только психбольная, шизофреница. Айна, да я просто в шоке. Я никогда никому не сделала ничего плохого. Ну да, иногда я могу быть резка. Иногда я могу ответить там, ну, не совсем так, а потом жалею. Но чтобы кого-то оскорблять, чтобы кому-то желать смерти, и не желать, чтобы человек построил дом, чтобы он жил, а желать не здоровья детям и всю семью проклинать, вы меня извините. Этой женщине заняться нужно. Киса, как ты? Как самочувствие? Все хорошо, все нормально. Только больные люди могут такое написать. Киса, ты не можешь найти этого человека. Обязательно. Да, я ее обязательно найду. Обязательно ее найду. Я там в сообществе написала ее фамилия и имя, но там многие написали мне, что она есть в ВКонтакте. Я зашла в ВКонтакт, а там с таким именем и фамилией очень много. Это нужно через МВД выходить на аккаунт, там через телефон найдут 5 секунд. Ровно 5 секунд. И то, что она написала, чеченцы такое не прощают, тем более мужчины. Нет, 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 нет. Это непростительно. И проклятие моей семье, вот это все, абсолютно не знающий меня человек, у меня нет слов даже. Я говорю, я сидела, у меня слезы с глаз полились, у меня было очень плохое самочувствие. Меня эта ситуация прям взбодрила, как-то, знаете, взбудоражила меня, встряхнула меня, что ли. Нет, я не собираюсь этого прощать. Одну такую простишь и пойдут. Нет, нет, нет. За свои слова она ответит. Нет. Киса, как ты вылечилась? Ой, я вылечилась, дам вам рецепт. А прислала мне его одна женщина. Не могу точно сказать, кто она, не помню, потому что все было как в тумане. Все эти дни никого не слышала, не видела. Какой-то шум в ушах дальний был. Вообще, вот самочувствие, знаете, мало того, что ушло обаяние, да, слух и все это, и, как сказать, как правильно сказать, как будто я не в своем теле. У вас было какое-нибудь такое? Вот вроде бы вы видите, что все, что происходит, но вы как будто не в своем теле. Уши где-то далеко, слух какой-то плохой, без конца этот кашель, ничего не слышишь, никакой запах, ничего. Но это очень ужасно. И вот это ингаляция, да, вот ингаляция, там на литр воды, по-моему, 3-4 головки чеснока, готовила рецепт не я, поэтому не могу точно сказать пропорции, но я дам рецепт. В описании напишу рецепт, сейчас не могу сказать точно. Пол лимона туда и сода, или 1 чайная ложка, или 2, вот не помню. И соду прям перед самым вот этим моментом сыпешь, и оно прям так делается. И вот туда, над эту кастрюлю, накрываешься чем-то и дышишь. Прям эти пары я чувствую, как они. У меня прям и нос пробило, и уши, и все прям. Какая-то ясность, что ли, появилась, я не знаю. Ну вот так вот. Ва, субханаллах, мабиохам юиза. Аллах, маршал Делхун, осунулась ты, пупсик ты мой, супер. Спасибо, Фатима. Какой ужас, кто может такое написать? Вот и представьте. И порой бывает, когда люди пишут, тут не грубите, вот вы с сестрой иногда... А вы знаете, как доводят? Вы знаете, как доводят вообще? И как порой обижают? На те комментарии, там, ой, вырядилась, как это, маму нашу обижают. Про маму пишут, что она полная. Или почему бабушка сидит в квартире, ничего не делает. Почему бабушка там, показала сестра, что едят колбаску, утром порезали, но захотелось. Но сестра, женщина у меня с большой буквы.
Там еды на 2-3 года вперед приготовленной и замороженной уже лежит в холодильнике в наилучшем свете. И когда написали, что 2 женщины в доме не могли приготовить кашку, одна там умная сидела, да, бабушка там, что бабушка? А вы на бабушку рот не открывайте свой, понятно? На бабушку. Рот свой на бабушку не открывайте, на нашу мать. Таких женщин еще поискать. И вообще никому не понравится, когда на его мать открывают рот вообще. Бабушка свое отработала. Бабушка в жизни натерпелась. У бабушки 2 взрослые дочери, которые просто обязаны смотреть за бабушкой. Иначе цены им нету. Грош цена таким дочерям, которые будут сидеть, а бабушка будет ходить все делать. До бабушки уже дошли даже. Это сколько злости нужно иметь? Я не пойму, а почему? Чё, в чем, да в чем дело? Что мы, кому так сильно дорогу перешли? У кого жизнь отняли? У кому так плохо мы сделали, что такая ненависть? Откуда? Может, она больная, или бывшая любовь, или вообще больная, как можно такое сказать? Пусть и 10 раз вернется. Или рейс, кто маршал, да, что написали. Надо было написать вместо киса-киса. Я пропустила. Выздоравливайте, киса, спасибо. Яхова, приезжай к нам в гости, Германия. Спасибо. Кто что написал? Аллах, тебе лучше даламас. Как вы похудели, берегите себя, спасибо. Добрый вечер, выздоравливай, киса, спасибо, Ольга. Я в шоке, как может такое делать человеку? Бог же все видит, да. Киса, как можно такое писать? Ужас. Как мама, дети, нормально все. Ну, нормальный человек такое не напишет. Не, ну нормальный, ненормальный, знаете. За свои слова нужно отвечать. Здоровья вам всех, благ, замечательной семьи, долгих лет жизни. Добрый вечер, киса. Самое главное, здоровья всем. Киса, поправляйтесь, не болейте. Спасибо. Киса, золотая, на негатив не обращай внимания. Хазарюш, Везда, Хил, Маезер, Двезел, на него, Гекал, Долуш. Мы уважаем тебя, золотая, Малика. Нет, на плохие комментарии я стараюсь внимания не обращать, Малика, как бы, я уже объяснила. Написали там, много писали, то обои не такие, двери не подходят. Ну, пусть пишут, пусть пишут. Но когда дело касается проклятий, я буду обращать внимание. Еще как буду. И будут они отвечать за свой гнилой базар. Не туда они попали, как в фильме, да, не туда попали, бывает. Вот это тот момент. Я не собираюсь. Тогда сестре написали, и детей проклинали, и все на свете. Как это можно вообще? Как можно желать, чтобы я не построила дом? Что я тебе сделала плохого? Что ты мне таких гадостей желаешь, и чтобы я в нем счастлива не была? Что я кому сделала такого плохого, чтобы дойти до этого, я не знаю, у меня даже слов нету. Не повторяй я глупые слова, пусть ей это все вернется. Боже, люди, очнитесь, все под Богом ходим. Это, наверное, не мусульманка. Я не знаю. Не знаю, кто она, но я узнаю. Ой, ужас, Бога не боится совсем. Кто писал, кто это писал, этот человек не знает. Если Бог начнет судить, то мало не покажет, а пусть Бог рассудит. Собор, собор, только собор. Вакиса дал Гекалю Йельцун, дал Бергте Байбойш. Дал Гекалю Байбойш, Дерес Хилзарет. Всем привет. Женщина с претензией, привет, ходи. Откуда берутся такие люди, больные на голову? От зависти скоро совсем с ума сходят. Найди и накажи. Да, я не собираюсь, я обязательно найду. Обязательно найду. Пусть отвечают за свой базар. Я не собираюсь там какие-то унижения там на камеру, нет. Но трогать мою семью не будет никто. Тем более в таком. Я даже не могу вам сказать самое главное, понимаете? Мне обидно, что я не могу сказать этих слов всех, что там было написано. Потому что там сплошные маты. Я не могу сказать всего того, что она написала. И оскорблений всех я не могу здесь на эфире у всех людей это сказать. Не могу я. Нет у нее ни сердца, ни души, нету. Он ялчина еще до, ты что била на шилку худинянчо. Мачо яду еще сих мабою сардам дересхал. Киса да то было дересхал.
Субхана Аллах, как такое можно писать? Аллах есть судья. Киса, не переживай, родная, всем все вернется. Салам маршал с Карельского полуострова. Киса, мадик дугун, воля ёлш. Самогате, значит, у этой мерзлоты у самой ничего в жизни нет. Бумеранг ей возвратится. Кара выше, страшнее всего. Да, там еще такое было написано, что и бессовестная я, в смысле, в каком плане? В плане того, как одета там, да, вот, например, как я себя показываю, что весь мир увидел там, или мое лицо открыто, не знаю. Как вы видите, всегда я скромно одета, что бессовестная, что весь мир вот так вот увидел, типа, преподнесла себя так вот, бесстыжая, вот. Грязь за грязью, грязь за грязью. Я поняла, там ненавистью пропитано все, ненавистью. Просто откуда? За что? Я никому ничего плохого не сделала. Никому этих слов никогда не произнесла и не подумала, не дай Аллах. Хоть у меня, я всегда говорю, хоть у меня врагов нет, но я даже врагу этого бы не пожелала. Никогда. Люди больны, грех на них обижаться. Что с них взять? Киса, здравствуйте, выздоравливайте. И дочери скорейшего выздоровления. Спасибо. Даже не представляю, за что вас можно оскорбить. Прекрасная семья, труженики. Ну вот, я за то, что труженики, не хочу там, да, как-то это громко произносить. Каждый трудится для себя, в том числе моя семья. Мы все для себя трудимся. Но мы, правда, у нас, можно сказать, покоя нет ни днем, ни ночью. Ночью мы посылки собираем, отправляем, что-то происходит, без конца заказы принимаем, в Хасавюрт едем за товаром, потом его отсылаем на почту, чеки людям отправляем. В общем, видео снимаем, постоянно заняты, постоянно в работе. Как бы никого не трогаем, никому плохого не желаем. Занимаюсь своим делом, в своем дворе, никому никаких претензий, никого не трогаем, не оскорбляем, ни у кого ничего не забираем, честным трудом зарабатываем свой хлеб. Не так. Даже все проклятия вернутся. Киса, вы так похудели, берегите себя, спасибо. Больные пусть лечатся, за свои слова ответить надо. Да, все правильно. Когда дело касается оскорбления семьи, проклятие, там нужно ответить за эти слова. Откуда они? А может, человек знает что-то, чего не знаем мы? Так вот, должен он это нам предоставить. Что же это? Почему? Потому что, ну, я не знаю, я третий раз говорю уже. Я вот сижу, мне очень холодно в тот вечер. Висхан и муж говорят, что в доме жарко, а мне прям морозит меня. О, какой батарея. Я сижу, читаю, как всегда, комментарии. И вдруг резко вот такое. Мне, знаете что? Знаете, какие у меня были эмоции? Мне стало страшно. Мне стало страшно. Мне как стало страшно? Мне стало страшно жить в этом обществе. Да, я могу сама вспылить, иногда могу быть резка. Но я так, я быстро отхожу. Например, на Анжелу могу накричать, она может целый день заниматься уборкой, я могу резко, что-то мне не понравится, я могу резко на нее крикнуть: ты ничего не делаешь. Я вижу, ей это стало обидно, она молча пошла, а уже пожалела. Ну зачем я так сказала? Ну она же старалась, ну не успела, может, ну что-то это. Ну бывает такое, не всегда бывает. Но в ту же минуту я отхожу от этого. И зла не держу на людей там, да, ну, повздорили там, это все, забыли. А тут такое, и это сообщение было не одно, их было очень, ну, 3, по-моему, было, и прямо не длинные. Я не имела возможности прочитать все. Почему? Потому что, когда я нажимала, оно исчезало, потому что там много было грязных вещей, что YouTube не пропускал эти слова. Аллах. Бюстикл киса, диарезка. Это не человек, который вам такое написал, она животное, она вам завидует. Да чему завидовать? Этим, чем занимаюсь, может заниматься каждый человек, каждый.
Очень хорошо видно, товарищи, где лайки. Киса Хадижа, привет, привет. Тебя Аллах бережет. Спасибо. Выздоравливайте. Дал Эзер Балях, я летела Киса. Дерез, Зарет. Зарет, хоса знакомую, ты так часто пишешь мне хорошие комментарии. Он союзе или просто ты, вот как подписчица? Как хорошо, что все в руках Аллаха. Да, да, я тоже подумала. Мадикду Хакера Хондоч, Бог шерста. Да, это очень хорошо. Все проклятия вернутся, всей вашей семье здоровья и благополучия. Салам, Киса, ситуация с Хадижей повторилась. Мы так просили Хадижу, выведи на общий экран, кто ее проклинал. Таких уродов нужно вывести на общее обозрение. Не надо ничего прощать. Каждый человек должен ответить за свои слова. Без разницы, будь женщина или мужчина. Все правильно говоришь, Киса. За твой характер я тебя полюбила. Спасибо, Дали. А мы с сестрой в этом плане очень сильно похожи. Мы, как бы сказать, с детства трудяги оба. С детства не совсем легкая жизнь у нас была. В каком плане? Ну, раньше у всех было тяжело, и плюс потом вот эти времена, когда Ельцин, отец пошел на пенсию, мама не работала, тяжело было. И она тогда пошла на работу, я замуж вышла. Мы как-то вот с детства, да, вот 16 лет, с 15 лет мы трудимся, да, мы свой кусок пытаемся. В юге мы работали, в военном батальоне, в столовых, холодных условиях, когда еще в Чечне не было все вот так, как сейчас, все условия, тепло, красиво. На цементе работали, под открытым небом, на нас снег шел, на нас дождь шел. Мы работали, получали мы тогда копейки, потому что зарплаты у всех были маленькие. Мы никогда не ленились работать. Она у себя, я у себя, мы вместе много лет проработали, шли плечо о плечо рядом, всегда друг другу помогали, трудились всегда. С работы приходили дома до утра, обои клеили и стирали. То есть мы не боимся работы. И она еще что написала? Что ты у людей просишь советы? Ты ж медик, медработник. У себя там на помойке, на поломойке, что, не узнала, как лечить надо дочку и себя на помойке? Что полы мой я в больнице на поломойке? Что там, не узнала, говорит, ты, как нужно лечиться? Что у людей спрашиваешь? Позорище ты такое. Позорище я тебе устрою, подожди. Подожди, милая моя, подожди. Москва не сразу строилась. Я как сейчас помню, я смотрела много таких видео, которые вот так вот писали. И они в Ютубе сейчас есть и гуляют по Ютубу. Когда, ну, был же такой момент, когда много гадостей на чеченцев ушло. И в частности оскорбляли родителей. Что любой чеченец не потерпит, это оскорбление своих сестер и матери. Это вообще непрощаемое. Вот знаете, один человек, мужчина, чеченец, написал как-то, комментарий написал он. Я мужчина, и смотря Кисина видео, я поняла, что не обязательно родиться чеченцем и иметь плоть чеченскую. Не обязательно. Я как мужчина, и мужчина в возрасте, я просто в восторге, у меня нет слов. Вот этот дух, который есть в Кисе, вот это мужество, которое в ней есть, вот то, как ее воспитали по-нашему здесь, вот в этом духе, я просто поражен и преклоняюсь. И я теперь уверен, не всегда можно родиться чеченцем, каким является Киса, да, какой является Киса, вот ее цунья, мужество ее, вот это вот, все это, я просто поражен. И я тоже считаю, я, будучи женщиной, да, я, как сказать, ну как бы правильно выразиться, я настолько, вот это во мне гордость, да, есть такая, ну как, не гордость, не гордыня, а гордость о том, что я, ну я вообще воспитана больше здесь, да, 16 лет я здесь, все мое воспитание шло, я прекрасно видела и понимаешь вещи, которые можно прощать, и вещи, за которые нужно дать в морду. И есть и люди, которые часто пишут, говорят, а ты не будь такой, да, а ты вот, тебя ударили по щеке, ты подставляй другую, точно не сюда, точно не сюда. Я из категории тех людей, которые дадут пощечину, я в другую щеку таким кулаком в морду дам, что с глаз из кринки пойдут. Да, я щеку подставлять не буду, это не туда. Пусть меня сейчас осудят, не осудят. Я никого не трогаю, никого не оскорбляю, никого не обижаю. Но мою семью, за свою семью постоять я смогу.
И оскорблять, унижать я никому не позволю. И свои слова она возьмет назад. Я еще с понедельника выйду на розыски через все эти силы, через МВД и все прочее. Я выйду на ее аккаунт, я ее найду, и она мне ответит, почему она так сказала. Я не прошу просить меня говорить, что я красавица, не красавица, живу я красиво или грязно, за что проклятие и оскорбление. Вот это я ей предъявлю. Здравствуйте, дорогая киса. Та женщина, которая сказала эти гадости, вам душа у нее черная. Ее слова есть самой вернуться. Ну, знаете, когда вы как зрители читаете, это одно, а когда ты получаешь это в свой адрес, это совсем другое. Дал маршал дуэл гуна Анжелики Дерес бюстик киса махасхайтисан. Надо же быть такими гнилыми, как земля носит таких людей. Человек наполнен, то и выплевывает. Да, я соглашусь, но... я начала и не рассказала. И вот эти видео, да, вот когда... Вот оскорбления были, когда вот 2 войны прошло, хотя это не политика, не думайте, за политику я не хочу говорить, но был тот момент, когда массово на чеченцев писали там, мать, и что только, такие гадости писали, я не хочу сказать в общем за какую-то нацию другую, да, там сказать, это писали все русские, или писали все украинцы, либо таджики, в России тоже много национальностей, и написать могут любые. Но когда их там, в России, находили и гнали по всей улице с пинками, и они кровью рыгали, и когда они просили прощения, то уже картина была совсем по-другому. За вот эти проклятия матерей и оскорбления матерей, они их ловили там и жестко. И люди, которые шли по улице, ни один не остановился, не сказал, за что вы, почему вы. Я хочу защититься, а может ты не прав. Все проходили, как будто не видят и не слышат. Поэтому свой базар нужно контролировать. Тем более в наше время. Тем более в наше время. Я на своем канале, бывает слово лишнее, боюсь сказать, да. Не дай бог кто-то неправильно поймет, там, когда я что-то рассказываю, или те видео, когда я рассказывала о себе и годы войны. Не дай бог, может, кто-то неправильно поймет и скажет, что ты имела в виду, почему ты так сказала. Я очень этого боюсь. Одно неправильное слово, за это может быть такая ответственность, это очень страшно. Свой базар нужно контролировать. Мне свекровь моя говорила, годы войны, киса, за двор выходишь, соседи, самые близкие друзья, кто бы они ни были, что бы у тебя не спросили, ничего не знаю, не видела, ничего не знаю. Сейчас такое время. А писать вот такое и знать, что сейчас такие есть у нас, сейчас может человека найти 5 секунд, точку местонахождения со спутника 5 секунд можно найти. И написала, не побоялась. А дух, да, вот этот дух, который живет во мне. Я даже удивляюсь некоторых мужчин иногда. Я человек слова. Если я дала слово, но бывает такое, но я тоже не Всевышний, бывает такое, что у меня не получается. Вот у меня сейчас такую ношу ношу я. Я у нас на работе всем девочкам у нас в отделении сказала, что я всем сделаю подарки. Я в Васильке закажу всем одинаковые, ночнушки, да, пусть. Вот сказала я, да, всем одинаковые, у всех спросила размеры, пусть это будет мой подарок к Новому году. И вот по сегодняшнему минуту я еще этого не сделала. Да? Хотя пообещала я где-то месяц назад. И я себя считаю сейчас не мужчиной. Да? Я считаю, что я дала слово и не выполнила. Как сказать? Я считаю, что я, плохо себя я считаю. Я считаю, виню себя. Не надо было обещать. Нужно было сделать, заказать, а потом уже сказать. И они ждут, они с меня не требуют, они ничего не говорят. Но я дала это слово, но я про него не забыла. Я обязательно это сделаю. Но в данный момент я себя как бы немного не уважаю. Но вот я огласила, я сказала всем, а не выполнила. И вот этот момент, это, знаете, даже, но нужно контролировать свой базар, однозначно. По-любому какая-то больная, да. Пусть
пусть в 2 раза больше воздаться людям. Все, что они делают в вашей семье, это Зая. Спасибо, Киса, я тебе говорил, что в чатах 60% больных людей. Добрый вечер. Давно вас не видно было. Очень приятно вас видеть. Как поживаете, как у вас дела? Это хороший подписчик. Он часто писал, почему-то перестал в последнее время. Правильно все говоришь, Киса, на 100%. Не оставляй это дело, пожалуйста. Мы с вами, не переживай. У тебя за спиной чеченский народ. Не переживай. А я этим очень горда. А я знаю, что со мной весь чеченский народ. Я в этом уверена просто. И знаю, не только по комментариям знаю я, знаю по всему. Мне здесь и у нас с района, и начальник наш, начальник РОВД, и его племянники, я знаю, что смотрят, меня поддерживают. У меня большой тыл. Если что, за меня есть кому заступиться в этом плане. У меня очень большой тыл, мне есть кому помочь мне в этой ситуации, есть кому обратиться, иншаллах. Я знаю, что эти люди, я с ними работала много лет, я знаю, что они никогда мне не откажут, и всегда меня поймут, и всегда мне помогут. Так вот, я еще раз хочу сказать, что особа, которую я написала, она вообще не туда попала, не туда. И один раз такого человека посадить на место, и в следующий раз другие будут знать вообще в сторону Чечни, открывать свой рот. Вообще. Вот эта ненависть есть давно. По комментариям я ее вижу. Очень много ненависти идет из-за того, что за чеченца замуж вышла. Вот сейчас чуть-чуть меньше, чуть-чуть меньше. А вообще писали сколько гадостей. Они нас резали, они нас все делали. Ты предательница и все. И гнали на чеченцам очень много. Но я не хочу сейчас прямо эту тему так поднимать. Но вот эта ненависть, она есть, да, есть. Но только... Это нужно говорить в глаза, я считаю. Любой, да, вот я, ну, на улице ж не подойдешь ты, да, не скажешь тому-то человеку, вот ты мне не нравишься, да. Ты такой, а ты имей свое чувство достоинства. Мужик ты или баба ты, кто бы ты ни был, имей свое чувство достоинства. Иди до конца. Я в детстве, я даже не то, что в детстве, я вообще, я такая драчуха была, я сколько дралась, и девчатам волосы на голове рвала за одно неправильное слово. Я могла просто вдребезги разорвать, но вот эмоционально я и вообще я не терплю, когда задевают чеченцев, когда в их сторону хоть кто-то плохое слово скажет, я просто готова разорвать. Просто на мелкие куски готова разорвать этот человек. Только лишь почему? Почему? Потому что чеченцы – это уникальный народ, и чеченцы настрадались. Хватит. Хватит уже. И я была с ними. Если бы меня не было, и слушать сейчас по каким-то там разговорам, или судя по телевизору, по каким-то басням, ну, я бы не стала, мне бы закрыли рот, сказали, знаешь, Киса, тебя там не было, ты не знаешь, так что молчи. И да, и мне пришлось бы закрыть рот и молчать. Но Киса там была, есть, и видела. Поэтому чеченцев полоскать и оскорблять я не позволю. Я, наверное... Не скажу, что стопроцентный и самый лучший, но 99% лучший патриот Чеченской Республики. Я за любого чеченца порву. И не дам в обиду никогда. Потому что я видела, что эти люди перенесли. И чего нам пришлось тут натерпеться. Я этого видела, ого-го, сколько видела. И все равно... Вот на колени упала полностью нация, да, можно сказать, просто на колени, все разбито вдребезги. Торгуют, эти поставят 2-3 бутылки этого сока в развалинах. Только вот этот дух, мужество, сплоченность, только они помогли вот так восстать. Это очень. Я все время говорю, я даже часто, вот знаете, вы не поверите, бывает такое, что... Я еду по дороге, и вот по привычной дороге, по которой я езжу уже 22 года, и смотрю, как вырастают дома, на глазах дома у людей растут, как грибы после дождя, как люди все стараются. И я думаю в этот момент, вот еду по улице, смотрю и думаю, эта нация, как никто другой, знает, что все не вечно под луной, что мы не вечны, каждый день эти похороны, каждый день люди умирают. Во время войны вообще много людей умерло. Эта нация, как никто, ну вот они очень верующая нация, и, как сказать, как никто другой знает, что все это не вечно, и рано или поздно
Это все придется оставить, даже эти дома, это богатство, там благоустроенность, какая есть в жизни, да, что это все рано или поздно придется оставить. Но они не теряют духа, да, они живут тем, что надо, да, вот все свои средства вложить в дом, чтобы порядок во дворе была, чистоплотность. Иногда я думаю, я, проживя 22 года, зная о чеченцах все и даже больше, даже я не знаю. Выходит, я стала одна из них. Я думаю, как они, я живу, как они, я одна из них. У меня каждый раз в этот момент слезы. Люди знают, что все это не вечно, но они, ой, там мы все равно умрем, да это все равно все временно. Не опускают руки, не останавливаются, а продолжают, дерзают, все строится, все растет на глаза, все происходит. Вот. И само это слово все время ко мне лезет. Это уникальный народ. Уникальный народ. Везде чистота. Наша сестра приехала в гости, она была в шоке. Она говорит, какие везде порядки. Порядки в поезде, порядки на улице. Проехала с Грозного в Аргун, с Аргуна в Ведено. Везде по улице порядки. Везде все. Ей очень понравилось. Она с такими впечатлениями уехала, и даже голосовое мне отправляла и плакала. Говорит, мне очень у вас понравилось. Была второй раз она. Ей очень понравилось. Молодец, киса, за маму сказала, как надо, Малика. Да, маму, за матерей наших никто не имеет права открывать свои грязные рты. Это представьте, мать затронули, что мать, бабушка уже вес набрала, сидела бы бабушка. Сидит, да? Сидит. 2 кобылы дочки есть, извиняюсь за выражение. Да, сидит и будет сидеть. Пока у наши сердца бьются, с ней ничего не случится. За мать вообще, как можно рот свой открыть за мать? Бабушка сказала, а ты кто такая вообще? А ты подойди и скажи в лицо это. У тебя духа в жизни не хватит. Я, наверное, сегодня очень жесткая, но меня переполняет это. Сестра мне выслала скриншот, ей это написали в комментариях. За мать. Я готова была разорвать просто. Просто разорвать на мелкие куски за мать. Киса дал маршал гэл, тергал моди угаре квертник хаздюзва мокша хиларду. Дал это был мосту моманте. Делес хил макка, делес хил. Даяла. Самогате хочу знанию. Я всегда говорю спасибо маме за такое воспитание. Матамщин адмешдувай, чтоб такое пожелать. Да, киса. Каждый должен думать, что пишет. Вот из-за таких вот вещей у нас здесь один мужик убил другого. Все из-за женских языков без костей. Да, базары нужно контролировать свои. Я на видео записала, думаю, что я буду повторяться. Вы же еще не смотрели это видео. Есть много блогеров, которых я знаю, которых рекламировала моя сестра, и может кого-то и я их не смотрю, мне правда не нравится. Мне очень, не то, что я отношусь равнодушно, мне правда не нравятся их каналы, но настолько ни о чем, но это мое мнение, мое. Я не пишу этим людям гадости, Аллах видит. Я не ставлю этим людям дизлайки, Аллах видит. Я даже сделала, чтобы мне не приходили оповещения об их каналах, чтобы я их вообще не видела, не слышала. Потому что мне они не нравятся, мне неинтересно. Я вообще не нахожу ничего в этом интересного. Я вскрыла, что мне оповещения с этих каналов вообще не приходят. Но зачем писать гадости, оскорблять и проклинать людей? Зачем это? Будь ты человеком. Блокируйте. Блокировать этого мало, их надо наказывать. Наверное, они узнают, Киза, узнай, кто это писал тебе, узнаю. Все грехи с тебя собирать. Когда ее найдешь, объяви ее на весь YouTube. Умница, Киса, спасибо. Блокировать. Блокировать этого мало, я еще раз говорю, блокировать мало. Блокировать мало. Пусть отвечает за свой гнилой базар. Киса, добрый вечер. Как твое здоровье? Киса, сушилка осталась у тебя в какую цену? Она в город Каспий с доставкой. Цену скажите, спасибо. Да, сушилки, кстати,
Давайте будем прекращать этот базар, а хоть немного вам покажу товара, друзья. Сколько он у меня лежит, у меня правда большая слабость, и нету сил даже это все показать вам. Хотела кое-что хоть показать сейчас, но сейчас немного почитаю. Добрый вечер, как твое здоровье? Сушилка осталась, да. На WhatsApp напишите, номер будет в описании под видео. Пишите, пожалуйста. Киса, я еще изначально писала тебе, что у тебя золотое сердце, везде порядок, чистота, уважение к Марнане, всем уважение, справляешься везде и дома, и на работе, будь счастлива, Дересхал. Киса, Богом судья, извините, вы мне сродни нравитесь как родные. Это зависть людей, они не понимают, что у них дети, внуки и так далее. Вы мудрые, привет из Одессы, приезжайте к нам в гости, спасибо большое. Проклятие не доходит до человека, если он не заслужил. Скорее всего, Аллах накажет проклинавшую. Киса дал маршал Деон, Дересхел. Машаллах, Киса, вы умница, не давайте в обиду ни маму, ни свою семью, иншаллах. Ты сказала сперва, что парень прислала. Киса, ты сказала сперва, что парень прислал. Рецепт, да. Прислала мне женщина, но голосовое парень говорит на чеченском. Вы имеете в виду рецепт, да? Да, это мне прислала подписчица какая-то на WhatsApp, голосовое. А говорит мужчина на чеченском. Киса, ты трудолюбивая и не заслуживаешь проклятия, семья хорошая. Забыла поставить Малика под сообщением, Нохчил. Да я знаю, что ты Малика. Доброй ночи, Киса, дай Аллах вам здоровья, вашей доченьке, скорейшего выздоровления. Спасибо. Думаю, только несчастный человек может это написать. Может, попробуешь с ней пообщаться, поговорить. Может, образумишь ее? Да, я с ней поговорю. Образумлю. Это пишут недалекие люди с недоустроенной личной жизнью. Своей жизни него нет, вот и лезут в вашу. Бессовестная ты, наверное, вся совесть, когда раздал, осталась ей. Поэтому она рассуждает так умно. Да, бессовестная пишет. Лживая, бессовестная, да, обманываешь людей, и не заслужила ты никакого дома, и да, чтобы он у тебя его никогда не было, и все это, я вообще в шоке. Пишет, поговори, я поговорю с ней. Я с ней поговорю. Ей мало не покажется. Все, что она написала, бумерангом пусть вернется. А я не желаю ей этот, Аллах свидетель. Я не желаю этого. Не надо, чтобы возвращалась. Это будет, считаю, второе проклятие от меня. То есть она мне пожелала плохое, и я ей желаю такого же. Нет. Я ни одному человеку не желаю то, что она пожелала мне. Ни одному. Но свои слова она возьмет обратно. Другого варианта, там только один вариант. Взять свои слова обратно. Второго нету. Оскорблять мою семью и моих детей, проклинать. Пусть вообще подумает вначале. Какой у вас ник в Инстаграме? Киса онлайн, Киса блогер. У меня 2 странички. Там одной Анжела занимается, одной я. Киса онлайн и Киса блогер. Киса лама духа, давай то был, ставьте лайки. Да, сколько лайков. Друзья, только 251 лайк. Ну почему так мало лайков? Давайте дружно поставим лайки. 447 человек, а только 251 лайк. Кто не знает, кто забыл, вот сюда ставится лайк. Вот телефон. Вот так вот ставится лайк. Видите, черным я поставила. Поставьте лайки, друзья, чтобы как можно больше людей увидело нас. Сейчас хотела немного товар показать вам. Поставьте, пожалуйста, лайк. Будьте так добры. Вот 446 человек, а только 263 лайка. Давайте дружно поставим лайки, друзья. Сделайте доброе дело, чтобы видео вышло рекомендованное. Просто хотела кое-что из товара показать. Может, что успею сегодня показать. Просто перед праздниками привезла. Там еще, тут у меня просто хоть посуда, и посуда там, а все остальное, там одежда, безрукавки, это все в той комнате. Давайте дружно поставим лайки, мои хорошие.
Позор не полы мыть, а позор мыть грязные вещи писать. Она хотела видеть тебя затронуть, да. Пусть защитит вас и ваш дом. Не доверяй. Да, мы работали с сестрой, не только полы мыли, под дождем, под снегом работали. На нас шел и снег, и дождь, и не боимся никакой работы. Не доверяй слишком сильно, не надейся слишком сильно, потому что слишком сильно может сделать тебе слишком больно. Все правильно. Ник сказала свой в Инстаграме, как раз хотела написать, как вы успеваете все это делать. И тут такое, да, бессовестная, негодяйка, аферистка. В общем, чего только не писали. Кисочка, она как вампир, она просто сосет ваши нервы. Это злой человек с черной завистью. Малика, вы ненормальная, что ли? Сколько раз вам ответили, какой ник кисы? Да, киса, вы правду говорите, у меня так папа говорил. Здравствуйте, киса, здоровья вам, вашей семье, спасибо, правильно говоришь, молодец. Киса, ты закаленная чеченский, да? Это было, мы часто слушаем тебя. Дересхал, спасибо, киса. Девочка, не расстраивайся, но такие проклятия не принесут тебе зла. А страшно стало, знаете? Правда страшно, когда дело касается детей, семьи твоей. Это очень страшно. Страшно в каком плане, в каком обществе мы живем, и их нужно наказывать. Их нужно наказывать по полной программе, по полной. Киса, все будет хорошо, спасибо. Бюстик, киса, дерезка. Софичка, мечан. Софичка, напкет, мятсон, что? Телевизор смотрела и заснула. Киса, все правильно говоришь. Дал си, дуэлга, киса, дерезхал. Киса, это называется совесть. Нами пользовались наши недуги, зная, что честь, совесть у нас на первом месте. Ты очень совестливая. Да, на первом месте это должна быть совесть. На первом месте должна быть совесть твоя, характер. И не нужно прощать этого людям. Пускай спустятся с небес. Киса, может, когда-то у этой женщины кто-то погиб, и не сошла с ума, ненавидит восточных людей. Это ее личная проблема, пусть лечится. Господи, дай тебе здоровье, ты очень расстроена на этих дур, да ну их. Если за негра вышел замуж, то тоже задевают. Да, восточных. Киса, почему я не могу отправить сообщение? WhatsApp, Висхан, поставь, пожалуйста, номер на WhatsApp мой, здесь в чате. Киса, не расстраивайся, чеченцы хороший народ. Не все, не расстраивайся, чеченцы хороший народ, не все же были плохими. Да, я за это ничего не говорю. Киса, невозможно знать, я, может, она чеченка. Нет, я бы по гонору, по словам бы могла определить. Не чеченка 100%, нет, нет. Киса, это зависть, у нее нет, а вас есть. Надежда, добрый вечер, Киса, рада вас видеть и слышать. Давно эфир идет, что-то случилось, пусть все будет хорошо. Всем желаю мира и добра. Люди, надо быть добрее. Что-то у меня картинка вообще размылистая. У вас нормально видно? Как плохо видно у меня в телефоне почему-то. Точно ответит, если чеченка, тогда точно ответит, если чеченка. Нет, не чеченка, Киса, это все политика. В каждой нации есть хорошие и плохие. Согласна. Согласна. Кисочка, прочитайте меня. А что вы написали? Вроде бы все читаю. Киса, это зависть у нее. А у вас есть. Киса, мы очень тебя любим, спасибо. Это зато сейчас какая красота. Я благодарна вам за прекрасные экскурсии по Грозному, по селам. Интересно же, у меня тетя жила в Ростове. Какие порядки у вас? Я вами горжусь. Кисуля, очень рада, что тебе полегчало. Я тоже слышала за этот рецепт. Альхамдулилlah, не болей. Анжеле тоже дал, маршал дал. Мы скучали. ДРСХЛ. Здравствуйте. Собираюсь в Чечню 12 декабря. Есть бумага, что антитела есть. Проблем не будет? Думаю, нет. Думаю, не будет проблем. Машаллах. Салам алейкум, Киса. Насчет нашего народа все правильно говоришь.
Война, война, сколько можно. Ни один народ такого не перенес. Чистота это у нас в крови. Молодец, киса, разгромила всех. Аллах им всем судья. Спасибо за хорошие слова в сторону чеченцев. У меня нет никогда никакой лести. Я это все беру не с телевизора, не понаслышкам, а то, что я вижу, среди чего я живу. И что я вижу и слышу. Аллах дал алшелга, киса гамадик адамдон, дересхал. Если не на тот, кто задел нашу кису, ходи сюда, туда, что башка, снег не упадет. Да. Киса, да, это был Мосоман, Андересхал. Привет, киса. Да, сейчас, к большому сожалению, очень много злых и завистливых людей. Да, почему, я не знаю. Откуда эта злость вообще берется? Непонятно. Чистоту и красоту кто наводит? Да простые поломойки. Лучше заниматься хорошими делами, нежели трепать поганым языком. Киса, вы труженица. Спасибо. Я в шоке. Начали войну русские в 90-е тоже. Мы просто защищались. Ни стыда, ни совести у некоторых русских людей. Ну, мы не будем про политику сейчас, не будем. Это все прошло. Нельзя винить всех. Есть люди, которые потеряли своих людей и в той нации очень много. По-любому, даже солдаты, вот эти, которые приходили сюда, мальчишки, 17-18 лет, они тоже ни при чем. У них матеря тоже наплакались, наревелись, потеряли своих детей. Я их не виню, люди ни при чем. Это был приказ, и они ни в чем не виноваты. Поэтому не будем трогать политику. Аллах нам всем судья. От нас это все не зависит. Но нужно быть добрее. Нужно как-то, я не знаю. Добрый вечер всем людям из Минска. Добрый вечер. Киса, она, наверное, больная. Киса, а где она? Киса, а где она тебя обидела? В комментарии написала, но там много грязи было в этом комментарии, матов, что YouTube не высветил на общее обозрение. Он не пропускает такие комментарии. Их могу видеть только я. Но я скриншоты сделала, они у меня есть. Где указан ее аккаунт и все такое. Если у нее справка есть, справка ей не поможет. Киса, дорогая, рада вас видеть. Здоровья вам и счастья. 1 000 000 лайков, спасибо. Здоровья вашей семье, спасибо. А мне понравилась твоя мама. Лайк, лайк, лайк. Мне нравится ваш кухонный гарнитур. Но мама никому плохого не делает, никогда не сделала. Это добрейшей души человек. Это мы с сестрой можем спылить иногда. Можем где-то быть резкими, где-то вспыльчивыми. Я не говорю, что мы золотые. Нет, конечно. У каждого свой характер, у каждого свои тараканы. Но мама, она у нас такая благородная, такая спокойная. Она всегда старается как-то все смягчить. Ну, как-то нам совет дать, чтобы мы не были такими резкими. Это нашли ж прицепиться к маме. Это ж надо, сколько злости нужно иметь, а? Откуда? Киса, ты замужем за чеченцем, а я замужем за армянином. Татьяна Богдановна хороший человек, спасибо большое. Киса, все хорошо, не переживай. Так сильно береги свое здоровье. О чем речь? Добрый вечер. Киса, ее накажет Господь. Да? Я никому проклятия не желаю, никому ничего плохого не желаю. Но я просто удивляюсь, откуда у людей столько злости. Вот и все. Берегите себя, выздоравливайтесь, не расстраивайтесь. Спасибо большое. Кисуля, не оставляй безнаказанно. Надо обязательно найти и наказать строго. Помелдать. Ответить за свой базар. Киса, вас смотрю давно. Правда, страшно, сколько много злых людей, недоброжелателей. Да, очень. Так много еще мы удаляем. Много грязи мы удаляем, которые такое бывает пишут, там, я имею в виду, каких-то слов грязных, там, оскорблений, да, не все YouTube пропускают, но мы это видим. То на каналах, на которых сидят, обзывают блогеры, я много знаю, матом несут, оскорбляют своих подписчиков, посылают их прямо на эфире, ругаются матом. Но там говорит, как бы этот разговор еще более уместен. Но здесь, когда стараемся показать что-то, какую-то чистоту, красоту, какую-то природу, что-то там, да, что-то продать, показать людям, сделать добро.
И такая злость. Откуда? Я не знаю. За что? А, киса Анжела тоже болеет, что ли? Да, Аллах всем здоровья. Да, Анжела еще хуже, чем я. Я-то уже нормально, а у нее ангина. Ангина и голос вообще. Голоса нет, но мы делаем лечение. В данный момент тоже она делает ингаляцию. Висхан я там сделала, она делает ингаляцию. Размыто. Не знаю. В следующий раз я буду со своего уходить телефон. С Самсунга, потому что на iPhone не все тянут почему-то. Хотя не знаю. Может, у нас введено просто связь плохая. У нас снег идет. Не сильный, но снег идет. Может, в связи с этим плохая связь. Киса, ты не должна оправдываться. Зачем, перед кем, сколько можно тебе повторять? Не должна. Плохо видно. Да, это было киса цабор, зюка. Дерезхал. Видео размытое. Киса тиверду. Хайох тир четко цега. Ну да, это вот... Я уже не знаю, может мне со своего телефона выйти в эфир. Потому что иначе как я покажу? Давайте я сейчас перезагружу эфир, хорошо? Не теряйте, оставайтесь все на своих местах, хорошо? Перезагрузить вообще ничего не видно, я со своего телефона выйду.